Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 15 июля 2020 года. Посмотрим, что ждет нас в этот день, что будет помогать, что будет мешать. Это отношения, работа, финансы и итог дня. Так, переверну. Итог дня. И будем подсказывать на цыганской колоде. Итак, у нас карта дня выпадает рыцарь кубков. Карта, которая говорит о том, что мы сегодня будем людьми настроения. Мы будем стараться как-то проявить свои возможности, свои способности, таланты. Может быть, сегодня будет многое зависеть от нашей интуиции, от нашего настроя, да, насколько мы верим в себя, в свое будущее, в людей, которые рядом с нами, в нашу семью. В общем, карта рыцаря чаш, она такая, знаете, вот вдохновение, да, вдохновение в каждой минуте, в каждой секунде, такое желание добиться чего-то нового, сделать свою жизнь прекрасной, счастливой, осчастливить своих людей, близких людей, которые с нами рядом. В общем, карта такого, знаете, подъема душевного, когда кажется, что все еще только впереди, что самое лучшее еще только произойдет, и что все наши мечты сбудутся. И, конечно же, для этого будут какие-то причины, будут, скорее всего, люди нас вдохновлять, какие-то помощники у нас могут появиться, может быть, какая-то информация, какое-то, знаете, какая-то совершенно неожиданная, новая для нас информация, которая вот поможет нам поменять свой настрой на жизнь, свое как бы самовыражение, да. Вообще туз чаш у нас карта, которая говорит все-таки больше о семье, да, а вот внутри семейных отношениях, об отношениях между партнерами, может быть какое-то предложение вот от нашего партнера, близкого человека, встречи с человеком, которого мы можем полюбить. Это может быть, если работы касаться, какое-то предложение по работе, но то, что нас это будет радовать и вдохновлять, это 100%. А также карта говорит о том, что может быть какая-то необходимость сегодня возникнет решать какие-то вопросы, связанные с отношениями или с семьей. Может быть, будут какие-то ситуации, знаете, оканчиваться очень сложные для нас. И вот мы, допустим, ожидали каких-то проблем и сложностей, а у нас, наоборот, все тут хорошо складывается, нас все удивляет даже больше, чем вот мы рассчитывали на это. Также хорошее время для того, чтобы устроить себе водный день. Да, вот там без еды, просто больше воды, либо просто больше пить, может быть, отвары какие-то из трав заваривать. Хорошее время для того, чтобы поехать к воде, к морю, к реке. Хорошее время для того, чтобы заниматься желудочно-кишечным трактом. Если, допустим, у вас какие-то сложности здесь, то вот замечательный день для того, чтобы и диагноз правильный поставили, и для того, чтобы понять, как, допустим, лечиться. Для кого-то это вообще может быть день исцеления, либо просто хорошая новость о том, что у вас здесь может проблема закончиться. Также карта, знаете, такого... В общем, перемены ситуации. То есть было одно, стало другое. Хорошее время для того, чтобы устроить какой-то романтический там ужин, вечер, да, вкусная еда, напитки, красивая посуда, свечи и так далее. То есть вот, знаете, такой вот должен быть душевный какой-то разговор, может быть, с близкими людьми. То есть, смотрите, но здесь что важно? У нас как карта удачи выпадает паж мечей. А паж мечей у нас, знаете, такой любитель все расставить по местам, сказать все, как он думает, да, и о чем он думает, чтобы, смотрите, вот, чтобы не было у вас каких-то иллюзий, недоговоренностей, решайте все сегодня сразу. Вот делают вам какое-то предложение, как бы вас это радует, хорошо, но, допустим, нет каких-то четких
слов, четких перспектив, четких там договоренностей. Обязательно все выясняйте до конца, что именно хотел сказать вам человек, который делает вам какое-то предложение. Когда конкретно, что конкретно. То есть вот, знаете, не бойтесь немножечко как бы остудить пыл этого человека и свой тоже. Для того, чтобы как-то все прояснить до конца, разобраться, да, и поставить все точки над «и». То есть, если, допустим, вы сейчас это не сделаете, да, то можете в дальнейшем разочароваться. Это, знаете, может быть такой, знаете, как самообман, да. То есть, вам что-то предложили, вы порадовались, а потом, в конце концов, окажется, что это совсем не то, чего вы ждете. То есть, не бойтесь задавать вопросы, не бойтесь спрашивать, что конкретно этот человек имеет в виду, когда, где и так далее. Не бойтесь быть немножечко таким холодноватым, разумным человеком, да, по сравнению вот с той эйфорией, которую вам сегодня предлагают. А что не нужно делать? Двойка чаш. Не нужно надеяться на вот то, что придет человек и решит все ваши вопросы. То есть даже если у вас решается какая-то проблема с помощью кого-то, это не значит, что вы совершенно можете не брать на себя за это ответственность. То есть вот эта карта говорит о том, что вот видите, тут два совершенно отделенных друг от друга пруда, да, вот такие два таких водоема, которые сами по себе. То есть да, они рядом, да, они вместе, да, но при этом каждый сам по себе, каждый выполняет свою роль, свои функции. То есть не нужно перекладывать ответственность за что-то важное для вас, то, что вас волнует именно на уровне чувств, на другого человека. Нельзя свое счастье, ответственность за свое счастье перекладывать на других. Даже если рядом с вами есть помощники, даже если рядом с вами есть люди, которые тоже в вашем счастье заинтересованы, потому что это и их тоже делает счастливыми, да, все-таки каждый отвечает сам за себя. Каждый строит счастье по-своему. Не ждет, когда кто-то придет, его осчастливит. Да? То есть каждый сначала становится счастливым сам, а потом уже вы вместе счастливые. То есть уже вы этим счастьем делитесь. А не ждете, когда кто-то вам это счастье принесет. Для отношений выпадает пятерка жезлов, карта перехода отношений на новый уровень, карта умения коммуницировать, умения договариваться, знакомиться, знаете, понимать желания и стремления близких людей. Для тех, кто в поиске партнера, девятка трефовая, карта говорит о том, что вы можете вот сегодня обманываться в отношении... Так, это для тех, кто в поиске партнера, да, вот вы можете встретить человека, который вот может вам много пообещать, но сделать мало. Или, допустим, вам покажется, что этот человек один, да, через какое-то время он перед вами предстанет совсем другим. То есть не нужно самообманываться вот по поводу новых знакомств сегодня. То есть нужно быть предельно такими разумными, трезвыми, да, и не поддаваться там на какие-то слова, красивые фразы, да, на какие-то жесты красивые. То есть главное, подождите вот дел от этого человека, тогда станет все понятно. Для тех, кто в паре, восьмерка червовая говорит о том, что у вас вот будут преобладать чувства, эмоции, да, и вот знаете, будет велика вероятность вот эти чувства, не совладать с ними, направить их по неправильному пути, да, вот поддаться чувству эгоизма, поддаться тому, чтобы все вот было только по-моему, по-нашему, не учесть желания партнера. То есть, по сути, вот здесь будет очень большой соблазн попасть под влияние своих каких-то негативных эмоций, ревности и так далее. Поэтому будьте осторожны, старайтесь больше думать о партнере, заботиться больше о партнере, и тогда вот этот день может, наоборот, ваши отношения вывести на новый уровень. Может быть, неплохо было бы посвятить день какой-нибудь, знаете, такой прогулки веселой, какой-нибудь радостной, сходить на какое-нибудь увеселительное мероприятие, вот там, где вы можете либо, знаете, посмеяться, да, либо
подвигаться как-то, может быть, ну, даже в клуб сходить, может быть, для кого-то, да, кто этот способ отдыха приемлет, там, потанцевать, допустим. В общем, какое-то движение здесь должно быть, ну, хотя бы прогулка там перед сном, да, для того, чтобы вот излишнее напряжение какое-то ушло у вас, чтобы не было у вас излишних эмоций по отношению к партнеру. Если же вы ну, скажем так, накипело у вас, да, то нужно как-то очень мягко постараться разрешить этот конфликт или высказать то, что вы думаете, но вот как можно более мягкая форма должна быть, потому что вот от сегодняшнего дня зависит дальнейшее развитие ваших отношений и вот то, что будет о вас думать ваш близкий человек. То есть он может поменять представление о вас либо в хорошую, либо в плохую сторону, вот, смотря вот так, как вы сегодня себя поведете. Если ссора у вас была, король бубновый говорит о том, что можно, в принципе, помириться, да, если вот как-то переключить партнера, переключить ссоры на какие-то, может быть, новые там дела, возможности, может быть, обсудить какую-нибудь будущую поездку, допустим, предложить ему куда-нибудь поехать вместе. В общем, что-то такое должно быть, отвлечение от того предмета ссоры, которая у вас была. Тогда вот есть возможность помириться. Для работы выпадает карта старшего аркана «Император». Замечательная карта, которая говорит о достижениях, о возможности там, заработать деньги. Да, это и какое-то влияние руководящих, ну, руководства, да, это влияние, может быть, законов на ваши дела и так далее. В принципе, карта хорошая. Давайте посмотрим по отдельности для тех, кто в поиске работы. Валет Трефовый. Ваши как бы поиски сегодня могут вполне увенчаться успехом, да, и вот как раз вы можете найти ту работу, того руководителя, с которым у вас тут все получится, да, сработаетесь. Для тех, у кого уже есть работа, у вас будут очень хорошие отношения с коллективом, с руководством. У вас, знаете, как-то, может быть, будут решены какие-то давние вопросы, причем это будет очень приятно и легко, то есть без какого-то там надрыва, да, будет решаться. То есть вот как-то вам просто захотят люди сегодня помогать. Давайте посмотрим, чего это касается больше всего. Но больше всего это касается каких-то сделок коммерческих, да, больше всего это касается, может быть, каких-то новых предприятий, перемен у вас на работе, или, может быть, командировки, да, то есть вот что-то такое будет у вас меняться, но к лучшему, обязательно к лучшему, потому что десятка червовая карта очень комфортная. Знаете, когда вот, допустим, у нас нет каких-то возможностей, не хватает сил или еще чего-то, да, вот приходят на помощь нам люди, которые, может быть, на которых мы, может, надеялись, а может быть, даже совершенно неожиданные какие-то люди появляются, которые вот в нужный момент подставляют свое плечо. Причем здесь перемены какие-то происходят, и вам вот как раз легче, что есть люди, которые вот в вас верят, которые вас поддерживают и так далее. А для тех, у кого свое дело, семерка бубновая, карта говорит о том, что сегодня у вас день будет больше всего связан с общением, коммуникациями, какими-то беседами, телефонными звонками, встречами, там, обменом мнениями, переговоры. Очень большое значение имеют общественные связи какие-то, ну, допустим, с начальством, с чиновниками, с администрацией и так далее. То есть может как-то помочь в решении вопросов. Кстати, может быть, вам придется какую-то скидку сделать им на услуги, да, какую-то распродажу, может быть, устроить. Но в любом случае, вот контакты здесь очень важны. В финансах выпадает, опять же, карта старшего аркана «Сила». Это значит, что будут финансы, но не такие уж прям большие и ну, какие-то значимые такие доходы, да, но просто вот то, что необходимо, то, что достаточно. А для тех, кто на зарплате, девятка червовый, у вас может быть что-то новое здесь в деньгах. Это либо
перемены о вашей зарплате, о деньгах, либо, может быть, меняются какие-то люди, которые за это отвечают, или какие-то, может быть, новости приходят о финансах вообще, да, то, что вот касается вашей работы. Ну, в принципе, какие-то перемены у вас тут все-таки есть. Я думаю, к лучшему, потому что эта карта все-таки достаточности. Может быть, если были проблемы с финансами, да, может быть, не выплачивали, или, может быть, маленькая была зарплата слишком, то вот здесь вот может быть улучшение. А для тех, кто своим делом зарабатывает, семерка пиковая, карта говорит о том, что вы вполне можете здесь потратиться хорошо, да. Ну, это, знаете, такие траты, которые в дальнейшем принесут хороший доход. Может быть, знаете, на какие-то производственные нужды будете тратить, ну, на дело, на бизнес, да, может быть, будете тратить эти деньги, может быть, будете счета какие-то оплачивать, может быть, какие-то заказные письма будете оплачивать, либо доверенности какие-то оформлять. Вот, в принципе, вот деньги связаны с какими-то бумагами, да, либо, может быть, по договору какие-то будете получать денежки, или, может быть, какие-то там субсидии, доплаты, еще что-то такое. А по итогу дня получается тройка мечей. Карта говорит о том, что вот нужно будет убирать лишние эмоции и ориентироваться все-таки на разум, да, вот и эти карты у нас тоже говорят о том, что сегодня вот эмоции как-то преобладают, а нам их нужно держать под контролем. И вот если даже вот в течение дня вы еще будете как-то колебаться от чувств к разуму, к эмоциям, да, вот в конце дня нужно обязательно все привести в порядок, то есть подумать вообще, как прошел день, расставить все по местам, по полочкам, понять, с кем общаться, с кем не общаться, какие дела продолжать, какие прекратить. В общем, знаете, все расставить по местам, то есть подчинить разуму все, что происходит у вас внутри, в душе. Друзья, желаю прекрасного дня всем, чтобы все самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.